чем связана ваша такая глубокая вера в АТРАУ? Мы видим, что эпоха легкой и большой нефти, она подходят к концу наши большие нефтяные проекты. И сейчас, допустим, многие горожане опасаются, что вскоре АТРАУ ждет судьба такого вахтового городка, куда люди будут приезжать только работать. Но экологические проблемы вы, наверное, не понаслышке знаете, наверное, насколько здесь неблагополучный фон. И вот с чем связана ваша глубокая вера в АТРАУ и видение его как, такого, скажем, регионального центра? Видите, здесь эти вопросы, как ни покажется странно, очень сильно взаимосвязаны. То есть, если мы не будем делать такие проекты, как АЛСЗ, который никак не связан с нашими ископаемыми ресурсами, он не связан с нефтью, будь она тяжелой или легкой. Он не связан с добычей, он связан больше с географией нашей страны. 9-я страна в мире по площади. И основной транспорт, очень долго, я даже не знаю, 100, 200, 300 лет, пока даже как инженер могу себе представить альтернативу железнодорожному транспорту. И вот этот проект, который должен обеспечить этим транспортом, этими вагонами, да и не только, это может и локомотивами, на много лет вперед. Вот этот проект, который отрывает нас от ужасной судьбы. То есть мы делаем развилку, что мы можем, город может жить не только нефтяным. Знаете, Жаназий, я не хочу, чтобы АТРАУ превратился в огромный Жаназий, потому что нельзя жить только нефтью, нефтедобычей. Это бизнес вчерашнего дня, частично сегодняшнего. То, что вы говорите, кончилась легкая нефть. Да, и плохо, что мы не использовали весь потенциал. Использовали плохо тот потенциал, который она нам дала. Вот, пожалуйста, инвестиции, вот, пожалуйста, разные модели существования. Есть страна Норвегия, где очень много нефти. Смотрите, как они и распределились. Есть там тот же Арабские Эмираты, где не так много нефти, между прочим, как у нас. Но они свой туристский потенциал свой развили достаточно. Это то, что и я хочу здесь сделать. Почему? Это сложно сказать. Это, наверное, как любовь. У меня обостренное чувство несправедливости. Я вижу, что люди, которые добывают это благополучие для страны, вот посмотрите на Астану, да, посмотрите на баланс взноса нашей области в ВВП нашей страны. Еще больше в бюджет. Да? То есть у нас были моменты, когда больше 40% генерировался республиканский бюджет за счет поступлений из АТРАУской области. А уж в районе трети мы практически всегда. Мне кажется, это несправедливо. АТРАУ заслуживает гораздо больше. Вы в Астане ездите по одним улицам, но почему нет? Пускай это будет маленький город по сравнению с Астаной, меньше.